Тут на свадьбе у брата. И одновременно в армии меня тут призвали. Здесь мы ремонтом дома занимаемся. Плохие бревна выкинули, новые завели. Здесь у нас вся деревня тут на лицо. Правда, сейчас двоих нету соседей жива уже. Валентина приезжает. Ну, здесь что-то вроде начинал семейную жизнь. Недолго и распалась. Здесь сосед опять утонул, бедняга, из-за водки. Здесь я хозяйством занимался, еще держал корову. Блин, давно это дело было. О, ну тут явно боролся с проклятой водкой. Победила. То ли пою, то ли ругаю кого. Непонятно чего тут. Все. Из Северного Кавказа. Везде много облаков, много дождей. К сожалению, понижение температуры. В Архангельске 13. Международная выставка детской художественной моды «Одежда для будущих мам». 24 по 27 сентября. Экспоцентр на Красной Пресне.
Вот, а сейчас второй выход нашей героини Зои. Зоя, поторопитесь на подъем. Зоечка, вы великий консерватор. И вы бросились из молодости вашей мамы в молодость вашей бабушки и обрели мини-платье 60-х годов с лаковой обувью. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте выслушаем наших гостей, семью Ларисы Вербицкой. Александр, прошу вас, ваше мнение. Я вообще черный цвет не очень люблю. Вот. И этот воротничок, который я помню на своих одноклассницах 60-х годах, да, вот, не Опять очень от меня идет. Да. Ну сбежала и туфли последняя тоже, туфли электричка. лаковые, с подошвой с такой. Нет. Нет. Вы заслуживаете лучшего, более Лучшего, легкого правда? и светлого. Что не здоровался? О, привет, Шура. Здравствуйте. Привет, Рита. Привет. Как жизнь молодая? Ну что там, деньги-то есть? Мешок взял. Да, у тебя сегодня за Брат, озером должны быть. 4 пенсии. Газеты прибери. Да. Ну что, много у вас тут? Все по-старому. Что все по-старому? Так, у тебя на 37 992. Пересчитай. Так, так. Это я слышал, ты что, развелась? Неверный случай, а то я тут уже на танцы хотел пригласить. Считай А? Да я не Танцор. сомневаюсь, у меня нормально с математикой. денежки. Так, пересчитай. Так он все равно в командировке, Мурат, на танцы сходим. Ваньке скажешь, ой, меня почтальон на танцы сводил, что такого? Опять не то говорю? Нормально Да, всё? как обычно. Нормально. А, письмо тебе еще за О. озеро. Кому? Так, уведомление, извещение вернешь мне. Овчинникова Ирки. Одноклассница, ничего себе. Порадуешь? Ну, она, ну, конечно, порадует, наш начальник. Ольга, хлеб заказывал, оставили? Да, оставили. Сколько хлеба? 5. Черного. Пять черного. Лампочка есть? На сколько? На 95 2. Что-то Сереги давно не видел. Что он, уехал куда? Нет, он дома. Дома? Да. Щук-то ловит? Да, ловит. Ну, привет передавай. Хорошо. 238. Забыл кошелек, запиши. Хорошо.
Потом отдам в следующий раз. На пятницу еще 8 буханок. Запиши. Ой, закажи. Хорошо. Валя, А, там газету оставил. хорошо. Лёшка, Чего надо? зайди сюда. Так писем-то нету. Зайди, говорю. Зайди. Так я знал, кто сейчас пишет. Все звонят. Завтра зайдут. Ходи, ничего не слышишь. Привет, Витя. Вот хлеб привез, а там письмо налоговое. Ну, спасибо. 2 просил, да? Да. Где лампочки? Тут лампочки еще. Помню, Не разбил. помню, Леша, во Вьетнаме мы целый месяц грузились. Так вот, сегодня на ум пришло, я тебе расскажу, как мы морячили. Во Вьетнаме грузились рисом. Рисом грузились целый месяц. Смотрим, что-то Мы стояли по телеку-то новенькое. мелко у берега, стояли на сваях, рис подвозили баржами, выгружали с трюма. Ой, слушайте, тут ребята, по культуре в четверг нам- мужчина и женщина. Какая мужчина, женщина, опять порнофильм какой-то. А, не, Леш, ты знаешь, кстати, фильм, уж ты зря говоришь. Есть. Это не порнофильм. Это... Я его смотрела последний раз. Да замолчи ты Ну, с первый, этими кстати, фильмами. лет 20, Задолбала наверное, она. было. Там же Да, Витя, я про твой Вьетнам уже 14 лет слышу. А тут и такой фильм. И тебе Ну, советую ну и смотри посмотреть, свои кстати. фильмы. Если бы ты во Вьетнаме побыла, другой бы был. Я лучше мужчину и женщину посмотрю. О, сестричка подъехала. Привет, И- Лёш, привет. Как дела в Мурманске? И вот Да, мы нормально, как тебе сказать, в деревне пока все равно лучше. стояли Вы что наверху там, делаете? Быстро одна вниз. вьетнамка Он уже влюбилась чай готов. в Володю моториста. Это в каюте девку мог провести? Нет, мне некогда было. Вот. И Давай, Максим, та, что заставь чай. слезами на глазах просила, сделай мне русского Бэби. Еще у них своих нет. Но, видимо, На тебе. ей надо было Бери вон беленького конфетки, сахар. мужичкана. Максимка, давай. Это 20 рублей. Лёш, садись, Танюшенька, давай зайчик, чай. сделай мне тоже. Есть? Сейчас, я, Леша, Ну вот, Так и- хочется. Ирина, ты представляешь, в четверг мужчина и женщина будут. Да ты что, серьезно? А так, да, будет. Когда мы с тобой смотрели Господи, сколько ж лет прошло. Я даже мне даже трудно сказать. 19-20 было, где-то так, да. Витя! Витька! Колобок! Настя, Колобка не видела? Он к Валентине пошел. Колобок! Витька, погоди, подожди. Ты чего опять, куда пошел? Да, ходить, Валюшку проведать. Так что, я домой заходил, телевизор работает, тебя дома нету. Я телевизор выключил, газету на стол положил. А, так я забыл, наверное. Так забыл, так. Надо выключать, пожару надо не наделать. Да. Ну, значит, мозга замутку закатилась. Тут автолавка приходила, так что опять отоварился?
Он было дело. Че, водки набрал опять? Маленький взял. А это, когда успел пенсию-то получить? Или Серега съездил, сам получил? Ну? Сам говорил, с той пенсии все, Леша, брошу пить. Когда я тебе говорил? Да с той пенсии ты говорил, все, Леша, брошу пить. Чуть не помню. Да ты трезвый был. Ты на Вальку не гляди. Баба много может выпить. А ты потом опять страдать будешь. Ну, такой это, комплекс из лбов. Ой-ой-ой. И несет много. Можно позавидовать. Потом опять страдать будешь. Ай, бог. А где Не. сыропок ты получил? Лоб-то что? А удалый баран не ходит без ран. Че, упал где или что? Само собой. Кувыркнулся. Немножко, но все равно. Поместись. Вперед. Не помню, куда шел. Привет, Николай. Здорово. Деньги принес, бросай дрова. Иди, получай. Ну, хорошо. Хорошо тогда. Ой, Сергей. Сюда. Там еще пенсия осталась. Слышишь, а Жириновский прямо в доме на заседании умер. Правда? Да. 12. Как 12? Я 13 считал. На. Ну, считай по новой, чтобы я видел. 2, 3, 4, А 5, Володин что там ездит на тракторе? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не знаю. Так, молодец, Коля. Не знаю, что ездит. Не все мозги пропил. Давай с пенсии по стакану. А потом опять из лодки вылетай. Не вылечишь по С стакану. деньгами вместе. А пенсии как? Выдавать надо. Выдаешь. Маня, воды дай попить. Долго ждай. Давай. Пить хочу. А как, Семенов, ты что тут на ходу ходит? Вроде запрещено. Не знаю. Не знаю. Зачем он ходит? Да. Мимо шел. Ну, так их не дело. Попадя ведь. Попадет. Спасибо, Маня. Закурим давай. Давай. Ладно, это мне некуда, Николай. А что? Так надо это, решил тут зайти. 5 минут. Тимка, привет! Привет. Овчинникова к доске. Овчинникова. О, здорово, Лех. Привет. Тут заказал письмо. А? Расписаться надо там, Давай. на обратной стороне. Ага. Да ты чё? Кусечки-то длиннее были в школе, что-то обрезала. Придурок, а. Удобно было дергать. Ты. Так, чтобы двойку-то не получать, кому охота. Срок, как бы, чтобы добивались, выгнали. Ага, придурком был, придурок и А вы остался. бежали, как лошади. Дом-то кто делал? Да Николай. А ничего, так вроде. А вы с Сашкой лучше сделали. Так ты дорогой. Даром не делаем. Ну, похоже, в этом доме чаем не напоят. Ва-ва-ва. Работала? Нормально. Ну ладно, заходи. Как? Садись. Надо чайку выпить. Сейчас, давай. Разговариваем с одноклассницей. Так, вот тебе сладенького. Ну что, нормально справляешься? С чем справляюсь? Без мужика-то как? Тимка хоть отца-то видит?
Покрепче? Ну да, покрепче. Давай. А то сплю на ходу. Сейчас. Так, куда я письмо-то задевала? А, не видал? Да вот сзади там лежит. Ага. А блюдце есть это? Блюдце решил. Держи. Спасибо. Блюдце еще. Не обожгаться. Странно. Что такое? Инструкцию новую по всему рыбнадзору разослали. О, нифига себе. Все еще строже теперь. Слушай, а что ты из города вернулась? Чего? Парни в школу, а на школу тут уже давно нет. Дом надо продать. Продам, да уеду. Ты Продавай знаешь, сколько дом? может стоить дом? В дом-то продать надо еще сначала с документами разобраться. Старые документы есть, если у тебя старых нету, то и ты какие документы? Ну, там можно с ними договориться, чтобы тебе, если не ездить, больше не заедут. Все правильно записано. Если там запытать, что такое? Ты где зубы-то делал? Здесь беседские, что, понравились? Улыбнись-ка, а? Руки и жопу у твоего зубника растут. Все, настоящий стоматолог был. Руки. Причем Без зубов-то лучше. Чем нравится, ей не нравится. Откуда ты такая взяла? Вроде девка нормальная была. Подумаешь, что такая грубая эта елка? Ну, вот посуда приведу. Ладно. Вот что они все будут делать, когда моя кобыла сдохнет? Чего? Ничего. Сегодня точно зарежу жалко. Ты это, и вот тут иди, вот тут. Лошади, не бойся. А вдруг Еще, она чтоб... на меня Не, на тебя не стоит. Уйди вот это, чтобы она шла по этому месту, понял? Ага. Не туда и не сюда, вот по бороде прямо, понял? Видишь? Сейчас я плуг поправлю, подожди пока. О. Ну попробуй сейчас, попробуй, что будет. Пахать. Куда побежал? Я ж тебе что говорил? Вот она должна стоять. Готов? Да. Ну давай, веди. Ты бегом-то не беги. На первый раз пойдет. Хе-хе. А ты его ведро поставил и собираешь. Ребята, надо проконтролировать. Вот и сейчас ты наставляешь еще картошку. Надо все собирать. Земли-то поменьше ложи в ведро. Ты вместе с землей бросаешь, по одной бери, так раз, видишь, земли нету, вот и положил. Давай, ведро-то, ты здесь вот тут вот пустое, давай, вот и собирай.
что такое-то? Привет, Лех. Привет. Привет, дядя Лёш. Привет, Тимка. Погоди-ка. Что это у вас там? Да что-то сплин уступил. Давай помогу. Занесу. Тимка, дай унесу. Я сам. Так, грыжу Да, дай ему заработаешь. ведро. Дай, унесу. На. А что это у тебя есть? Продувок где? У меня как-то у мамы спина болела, так я ее крапивой жалила. Мощнее со спины. Какой тебе цене? 192 или 220? Цены разные. Ну давай подороже. Держи. Что кидаешь-то? Так сейчас надо. Тимка, подожди. Что у тебя такое-то, а? Вот это? Ну. Вот это Бэтмен. И летучая мышь. Стреляет еще. Ага. Стой, подожди. Это, помнишь, я тебе на рыбалку обещал? Ага. Вот вместе порыбачим. Рыбу ловил когда-нибудь? Нет. Не ловил? Ну, тут Димка, блин. Ты это, в школу пойдешь? Пойду. А писать, читать умеешь? Да. Ой, чего вы тут сидите, в дом не заходите? Ну-ка, живо. Тимка, Леха, давай за стол. Плюшки горячие с молоком. Ну, руки мойте, живо. Давай. Проходи, Леха. Сейчас только табуретки сама. Ой, сегодня так уморилась.
В контору сбегала. Там кучу бумаг надо было заполнить. Магазин, к Фофановой. Ой, что-то... Фу, жара какая, а. Проходи, проходи. Фу. Фу. Ты проходи, проходи, что стоишь-то сейчас? Что-то, говорят, уже подосиновики вовсю пошли, да? Я еще в лесу-то не была толком. По маслята-то ходила. Да с ними возни много. Что, давай в выходные вместе сходим? А? Так. Ну ты что встал-то, как засватанный? Садись. Ну, садись давай, ты чего? Тимка! Ты где? Сейчас. Давай живо. Руки вымыл. Давай, давай быстренько. Видишь? Плюшки только подгорели. Давай, давай, ну-ка. О, носки мокрые. Носки мокрые? Ага. Так сами. Давай. Лёх, ты чё? Сегодня какой-то сам не свой. Давай, ешь. Чё такое? Не знаю, что-то как-то был бодрый. Странный какой. Что-то я не понял ничего. Смотри, сколько рыбы наловил. Вот за тем мысом-то лучше еще. Где? Да вот, смотри здесь. Сейчас рекусах уйдет, вообще можно заловить парусок. Там вообще ловить лучше. Что ж ты мне раньше об этом не сказал? Да не переживай, ты что, у нас тут всюду нормально. Товарищ генерал, все готово. Ну давай. Когда обратно? Не знаю. Лежи, Леш. Ну давай, прибери все. Ну давай, давай, давай. Если что, звони. Не знаю, что случилось. Край-то завалился. Внезапно упала. Василий, что такое? Давай, Гена. Аккуратно. Вот она стала, вдруг и упала. Удар, что ли? Да может быть. Я же не медик, я-то откуда знаю. Побыстрее, так, может, успеем. До врача. Держись, держись. Только не тряси ее. Вот же несчастье-то какое. Так, тихонько, все, кладай. Смотрите, что это она? Дышит вообще? Горе, большое горе постигло многочисленную семью Капустина. И не только эту семью, но всю деревню Десново. Не только всю деревню Десново, но все Киноземье. Ушла от нас Анна Дмитриевна Капустина. Но ушла не только одна. От нас уходит эпоха, которую условно можно назвать эпохой социалистического романтизма, достойным представителем которого и была она. Представители этой эпохи отличались трудолюбием, честностью. На их долю выпала коллективизация, механизация, война. Но не война определила представление о мире этого поколения, а победа в ней, вдохновение. Люди захотели пахать, сажать, рожать. И вот Анна Дмитриевна была в этом плане первой. Она как спали всего 4.
А постоянно в душе боль. Постоянно. Я не знаю. Постоянно боль в душе. Это вот я только ее заглушу, когда вот напьюсь, так это я вот точно я это не чувствую. А так, как я трезвый, так это постоянно. Если работаю, еще забуду. А так. Я и веселиться-то не могу, как сказать, как все. Почему-то, я не знаю, вся жизнь как пошла в каком-то терпении. Почему-то вот, как сначала что-то в армии, потерпим, вот потерпим, демобилизуемся, жизнь будет, ну елки-зеленые. Потом, не знаю, вот постоянно что-то, вот там где-то за горизонтом жизнь такая, да. Не знаю, сиреневая, алая, ну хорошая. А подходишь вблизи, такая же серая, как Да, ты вот бывает, ты так лежишь, вообще такая тоска найдет. Да, до смертоубийства можно дойти так. Картошку-то начал копать? Прошу вас, Эвелина, прокомментируйте оправы этих барышень.
Давайте, я говорю, вылезай. Не надо, не надо, не надо. Давай, вылезай. Ира, ну что ты делаешь? Что тут у вас происходит? Тихо, Борисов, да объясни. Вылезай, сказала. Сейчас приехала, ребята, мужики наши съездили, рыбы немного наловили. Так хочет и невод забрать, так еще и заарестовать. Вылезай, сказала. Тише вы. Вылезай, тебя говорю, вылезай. Обещали нам все, вон участковый едет, сейчас с тобой разберется быстро. Лодку оставь лодку. Успокойся. Рыба-то не трогай рыба. Что случилось? Да снова их на ряпус нам засекла с неводом, да еще в лодку не пускают. А где же в лодке? Оставь. Сергей Викторович, поучаствуй в составлении акта. Будешь оформлять? Какой акт-то, какой Так, акт? Витя, тебе нужны неприятности, уголовщина. Ты у меня дома посопротивляешься. Я у тебя вечером в школу потащу, тогда и будешь сопротивляться. Иди твою налево, стой здесь. Да все вы тут паразиты. Кто паразит? Это паразиты. Это Витька Это у вот меня голодранцы. паразит. Ты столько в своей жизни еще не заработала. Сколько у меня Витюха. Это же нас паразитами называют. Подожди. Ирка, отпусти мужиков, свои же. Отвали, не отпущу. Как это? А что вчера генерала-то не взяла? Какого генерала? Он моим неводом рыбу ловил. Не видела никакого генерала. Врешь? Вот что творится. Она ехала, с бинок смотрела и башку отвернула. Он рыбу-то поймал больше ихнего. Ну что ты мелешь, никого не видела. Это значит, генералу можно. А нашим мужикам нельзя какие-то 5 щук поймать. Так, больше 5000 на нас, передаем в прокуратуру, подпиши. Да не, я подписывать ничего не буду. Нет у меня таких Будешь денег. подписывать? Я не дам ему подписывать. Сергей Викторович, подпиши. Это ж надо, а? Живем на пенсии, всего лишили. Рыбы лишили, дров лишили. Вот это ж надо, а? Что за фигня такая, что за жизнь? Помоги мне невод перетащить. Леха, помоги, тут спина болит. Витя, пойдем. С этой не говори. Леха, пропусти нас. Пошли отсюда. Подожди. Подступай, аккуратненько. Тебе этот невод еще боком выйдет. Могла бы и не наказывать мужиков. Нет, ты уже знаешь, работу терять неохота. Может, все-таки отдашь? Договоримся? Суд решит. Чтоб ты этой рыбой задохнулась. Что там? Сядем, все еще. Все, последний. Дядь Лёш, а кто в этом доме живет? Так тут, Тимка, хозяева умерли давно. А дети в город уехали. Никто тут не живет сейчас. А почему там тогда занавески висят? Так они уехали, они и остались. Видишь, дом не поддерживается. Пошли давай. Там холодно, наверное. Конечно, холодно. Витя, ты что у чужих дров тут делаешь? Хочу домой перетаскать. Так они не сгнили? Такое полено для пробы взять. Ну давай пошли. Посмотрю там, как будет гореть. Попробуй. Вот, Тимка, школу закончишь, почтальона тебя возьмем. Да ну, скоро этой почты вообще не будет. Как почта не будет? Почта всегда будет. Да кому она нужна? Сам говорил, что писем давно уже никто не пишет. Сейчас интернет есть. Тимка, не одни же письма я ношу. Надо хлеб-то смс-кой не пошлешь. Тут бабуля есть, у них лодок нету, понимаешь? Почта не будет, кто сюда потом поедет? В деревне хана придет. Так вот, помрем все, тогда почта и не нужна будет. Не все сразу помрем-то, Витя. А дрова ничего, может, гореть будут. Здесь у нас было пение.
Какие песни пел? Что, мы пели тогда «Зветись», «Кострами», там типа этих песен. Слов не помню уже. Ну, спой. Пешеходы по лужам, Чебурашка, там что-то там, я забыл уже. Так, подожди, не торопись. А тут что? Здесь? Да. Здесь у нас химия и физика была. Опыты всякие показывали. А что вы после школы делали? Ну, кто посмелее ездили, кикимору дразнить. Чё? Да есть там у нас угрюмое место одно. Водяная ведьма там живет. Ну, та самая кикимора. Где существует это кикиморы? Это все не знаю. сказки. Сказки, не сказки, но... А кикимора-то это, она такая самая маленькая, а силы немерено много. Голова маленькая, сама тощая такая. Не верьте в твою кикимору, ее не существует. Худющая, как спичка. Детей ворует. Может, этих грибников затащить в озеро, в воду или в болото затянет. Да ну. Вот сам даже я видел, вот, голова показалась вообще голодной собаки такая, Ты не злющая. боишься твоей кикиморы? Так и не бойся, она может нас и не тронет. Угу. Мы только ее посмотреть хотим, а не сбить. А что будет, если она за меня схватит? Не, она тебя не схватит, если по-турецки будешь, она побоится. Что? Она тоже опасается, хитрющая, знаешь какая? Нам, чтобы ее посмотреть, надо первым увидеть. Если она нас первых увидит, то нам хана. О! Шумим много. Только тихо надо. Я сам тут давно не был. Тихо, тихо, тихо. Давайте не будем дальше. Давайте обратно. Давай проедем, уж приехали. Немножко тут доедем. Ну, что ты вдруг Я увидел? уже не хочу дальше. Да ты же говорил, что не боишься. Она по берегу-то, воду-то не пойдет. Не бойся, что ты боишься? Обратно, обратно. Я хочу обратно. Тихо. Сядь. О, тихо, кажется, нарвались. Тихо. Сейчас пора выскочить на куклики. Во! Не бойся. Тимка, вот берега далеко. Иди давай, иди сюда. Иди ко мне. Не бойся, иди. Давай, сиди. Я не хочу уже. Не наш день, Тимка. Поехали-ка рыбу ловить. Слава Богу. О, кипит. Что, Тимка? Что задумался, а? Кикимора. Ты что, забыть не можешь? Не могу. Кикимора ведь все-таки шипела. А? Кикимора ведь шипела. Да брось давай, она там показалась тебе, наверное. Нет, я слышал. Да там послышалось, наверное. Нет, не послышалось. Я слышал. Тимка рыбу-то положил, соль-то забыл? Ну ладно, дядя Ты Леша. посиди, давай. Ты куртку бросил. А? Как я недолго.
Вот так, вот так. Колено не убивает. Ничего. Опа, а ты что делаешь тут, а? Темка? Курю. Ты, мамка говорит, заругает, и меня за заругать, как научил. Дай зажигалку сюда. А где ты сигареты-то взял? У тебя в кармане. А как ты взял? Ты зачем взял? Вредно курить-то. А, Химка? А ты посмотри, что курение делает-то. Что там написано? Курение убивает. Вредно курить. Оптима. Курение может являться причиной импотенции. Че? А что такое импотенция? Это, наверное, как рак, что ли? Сдохнуть можно. Маловато еще тут. Такие вопросы задавай. У мамки спроси. Советую уже не курить, бросать Вот советую. я раньше пил, пить-то бросил, вот и курить, может, брошу. Водку ты тоже будешь пить? Ну, не надо пить, я пил, знаю. Там приключения бывают. Люди тонут. На лодках пьяные ездят. Я сам вылетал, сколько. Хорошо вот вытащили. Ты сегодня встаешь под крылатое знамя отряда, и над сердцем значок пионерский горит на груди. Юрка, тут никого не видел? Да нет, вроде никого не видел. Что случилось-то, Лев? Иди, гляди, что случилось. О, мать-то Что случилось? Что, мотор сняли ночью? Или что ли? А что, не видишь? Все вырвано. Вырвано даже с мяса. Ни хрена себе. Ого. Ладно. Я совсем злой. Поеду к Коле зайду, он ночью рыбачил. Может, он что видел? Я не знаю, не сегодня, не завтра, но я что-то увидел. Кого-нибудь зарежу. Это нахуй. У меня сегодня мотор, блядь. Где? Вот там. Я это не говорил нихуя. Ой. Что делать? Там лодка, Леха.
твою мать. Беда. Ой-ой-ой. Ты сказал, так это поймаю. Если что, так, ты решили, да, Шеловский съездить? Сегодня? Ну. Так что? Ну, я так и надеялся, что так. Катька, доходи. А тут отсветки закрылись. Мешает разговаривать. Ой. Убыток какой. Покупались? Я за грибами. Вот куда, Тимка? Я надолго, на целый день уеду. Мама сказала быть с тобой, она сегодня на работе целый день. А у тебя что, мотор украли? Да. А кто? А тебе кто сказал? Колобок. Колобок, а ты что, уже к нему сбегать успел? Да. Сейчас поеду на вершину. О, я сейчас тогда там на качели покачаюсь. А Колобок, он всегда был пьяный или как? Ну так, частенько. Он как пенсию получает, так выпивает. А куда он сейчас идет? Сейчас в милицию пойдем. Возьми петлю на 19, помоги. Так что мне делать? Пиши заявление. Вот здесь потяни. А. Так думаешь, найдется? А, твой мотор уже в Каргополе или в Карелии. А как мне почту возить? Не знаю. Не течет там? Да вроде нет. Вы чего думаете? Что-нибудь понимаете? А? Думаете, он так? А выходит странно. Кто говорит, что знает, не знает ничего. Вот и выходит, что никто не знает правды. Только видимость одна. Мать меня в 5 лет в детский дом отдала, а не бросила, говорят. С голоду-то. Да, выживать было трудно. И сестренки-то год всего. Лучше, хуже, что будет? Все засекречено до дна. Есть всякое на свете вообще. Если маленькая птичка в форточку постукнула, ну и чего? Вот тут захолонула. Может, и отпустит, а может, и не отпустит. А потом, значит, думаю, это мне с того света вот туда привет послали. Слава Богу, вообще-то все может быть наоборот. Сколько сейчас сигареты стоят? Что-то не пойму. Дай-ка Тимка руку, то тут народу много, потеряешься еще. Далеко не отходи. Я сейчас. Мяу, мама, мяу. Он спрашивает, куда ты пошел? Я мотор новый достанем.
Наталья Анатольевна, у меня ЧП. Мотор украли. А это тут при чем? Ну, почту-то надо возить. Как я, может, новый мотор выдадите? Они у меня что, на складе лежат? Надо в Архангельск заказывать, это долгое время. Не 1 месяц, наверное, будет идти. Ирина, ты мою папку по собственности не брала? Так я это, Сейчас как я почту-то буду возить людям? На чем, без мотора? Надо заявку писать, садитесь, пишите заявление. Да, надо делать. Не у меня, у секретаря там пишите. Куда эта папка? А куда мы сейчас идем? Сестре? А что ты мне не говорил, что у тебя есть сестра? Да я тебе сколько раз говорил. Ты слушаешь невнимательно, а потом переспрашиваешь. А чего ж ты не позвонил? Да я и сам не думал, что зайду. Слышь, тут у меня что тут с головой сделалось? Глюки, что ли, пошли? Какой-то серый кот каждую ночь приходит, сядет на грудь и в глаза смотрит. Оглянешься, нету никакого кота. А в деревне у нас серых котов нету. Пьешь? А с чего? 2 года не пил. Ну, соседи подтвердят. Тимка, руки помыл? Помыл. Вот тебе компот. Который час? Без 23. Идем, поговорить-ка надо. Слушай, у меня мотор украли. Как так? Ну как так? Сели и украли. Я на почту зашел. Там пообещали, но не дождаться, длинная история. Надо самому покупать, работать ты не на чем, денег не должишь. Ты мне еще за снегоход немножко не отдал. Так я же все время отдавал, только в этот раз попозже отдам. Лешка, нету денег, ну нету. Ты что, прямо с генералом знаком? Он ко мне на рыбалку приезжает. Я ему там все устраиваю. Дядя Лёш, это что, старт для запуска? Откуда я знаю, я сам первый раз тут. Класс. Смотри, какие огромные вагоны. Значит, он нам точно с мотором поможет. Смирно, грань седину. Товарищ мой был расчет транспортировки построен. Командир был расчет, капитан флота. Стоять ранее. Вольно. Стоять ранее. Вольно. Ворочать, становись. Равняйся. Слушай приказ. Командир войсковой части 14056. Номер 421. О проведении транспортировки ракет-носителя 1414. Приехали. Номер 14. Что, хотите ближе посмотреть? Мне бы с генералом переговорить. Нет, сегодня нельзя. Это что? Он очень занят. Может быть, что-нибудь передать? Носитель 1414. Ну, Этап 1Б. Разгона блока. Привет передайте. Хорошо, все, давай. 1415. Приказ. Провести транспортировку ракет-носителей. Начальнику штаба части. Выставить 4 комендантских.
никогда такого не было. Кто и туда положил? Да я засунул. Не, я не засунул. Там, наверное, мороженое есть. Дядь Лёш, вот мороженое. А мороженое есть? Пломбир. Ну давай тогда пломбир. Пусть этим за стол. Дядь Лёш, я тебе сейчас покажу, как мой Мурзик может танцевать. Ля-ля-ля, 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 ля, ля-ля-ля, ля, ля-ля-ля, ля, ля-ля-ля, ля-ля. Что, мороженого уже не хочешь? Все о своем моторе думаешь? Девушка, а что у вас выпить есть? У нас сейчас хэппи-ауэр, только коктейли. А что такое? Ну, все коктейли в 2 раза дешевле. Не бы водки. Водки нет, только коктейли. Текила Санрайз, мохито, маргарита. Белый русский. Ну вот если покрепче, маргарита советую. 50 грамм текилы и 50 грамм сока лимонного. Немного льда. У меня приятель есть в деревне. Ему бы это понравилось. Колобок пьют. 200 рублей. 2 года не пил. 2 года. Что ж ты раньше-то не сказал? Мало. Чё? Нет, дай лучше мороженое. Мороженое? Слушай, я все придумал. Я попрошу маму денег на мотор, она мне даст, а я дам тебе. Она тебя очень любит. Забыл Колобку сказать. Там картошка доваренная осталась. Забрал бы, закусывал. Я думаю, все-таки полиция найдет твой мотор. Ну, найдет. Тимур! А ну иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Где ты шлялся, а? Где ты шлялся целый день, а? Я уже с ума сошла. Я думала, ты утонула. Тебе кто разрешил, а? Тебе кто разрешил, а? У тебя совесть вообще есть, а? Мам, Тебе... я думал, ты разрешил. У тебя башка есть, дурак Ты же старый? всегда разрешала. Разрешала, так разрешала дружить. Ты говорил, что ты ему велела. Они есть. Ты ему разрешила со мной. Что я разрешила? Ничего я не разрешала. Я тебе звонила везде. Оставаться. Ты вообще сегодня сделал? Не ходи к нему больше. Не ходи к нему. Мама, позвони хотя бы. Я ему собрала алфавит. Телефон разрядился. Да, Зельза. Я изнервничалась, издергалась. Целый день тебя искала. Вы смотрите программу «Жди меня», и мы продолжаем. Конечно, девочка Карина у нас. И у нее была взаимная симпатия у Коли и Карины.
есть мечта. Он хочет вернуться в этот приют, чтобы работать там воспитателем. Ему объяснили, что для этого нужно обязательно получать образование, и, кажется, Коля всерьез об этом задумался. Большинство Колиных друзей – это центр, это единственный родной дом, где их любят и ждут. Я очень надеюсь, что все они вырастут хорошими людьми, заведут свои семьи, нормальные семьи, построят нормальные дома, из которых их собственным детям никогда не захочется убегать. И все будет хорошо. Привет. О, привет. Я тебе тут мазь купил от поясницы, забыл отдать. А, спасибо. Обижаешься? Ну что? О, да прям что, чего обижаться-то? Подержи-ка. Раз пришел, может, спину там не натрешь? Не затруднись? Тихо, Тимку не разбуди. Давай, переложь его в его комнату. Не надо, слушай, все равно он ночью ко мне перейдет. Давай лучше у него. Пусти-ка. Посильнее немножко. Жжет. Папа любит, когда их тискают. Может, ты меня потрешь? Трепицин, иди домой. Не понял. Спасибо. При наличии мандата ООН, НАТО или ЕС. Я рада, что у нас есть еще несколько дней на поиск решений. Остров Кашак и всевозможные инструменты. Виктором Нечаем. Зовут Ковригина Олеся Витальевна. 26 лет. Несудима. Замужем за Петром Ковригиным. А причина убийства? Убийца говорит, что ничего не помнит, то есть вообще ничего не помнит. Ну, это ничего, эксперты быстро разберутся, помнит он или не помнит. Но согласитесь, какое странное убийство. А какой у нас будет дом? Тим, не путайся под ногами. А какая у меня будет школа? Откуда я знаю, хорошая? В чем дело? Что случилось? Катастрофа. Да в чем дело-то? Я Мурзика забыл. Господи. Я без Мурзика не поеду. Так, собирайся быстро.
И жди меня здесь. Не берет, не верится, а хорошим мужиком не берет. Леха! Леха! Слышь, Леха? Поиграем. Что такая нарядная? Работу в Архангельске нашла, представляешь? Уезжаем, Леха. Рада, что? Ну еще мне рад, меня тут все ненавидят. Так, Тимка, вперед из песни. Дядя Леша, я просто забыл, можете его сейчас быстренько привезти, Вперед, пока вперед, автобус Тима! не уехал. Тима, не отставай! Леха, слушай, я документы-то на дом не успела доделать. Поможешь, ладно? Ага. Я без мужиков не уеду! Да, поняли все. И ты представляешь, да? Работа в Архангельске. Ну, Андрюх, спасибо тебе. Прощайся с дядей Лешей. Я никуда не поеду. Я не хочу никуда ехать. Прощайся. Я не хочу никуда ехать. Все ясно, пошли. Да, пошли, говорю. Я никуда не поеду. Дядя Леша, поехали с нами! Уверенности нету. Уверенности нету. Я в городе у нотариуса сделаю, тебе пришлют. Ты мне только скинь свои... Здорово, Витя. Что грустишь? Да, сегодня тяжеловато. Вчера перебор был, так... А на похмелку не оставил. Зашел к Витьке матрос, сказал, может, стопку налить? Че, и не налили, что ли? А они даже не предложили, а у самих вино на столе стоит. Так они же пенсию-то не получали. Не получается. Слушай, а у тебя, говоришь, мотор-то стырили, так может быть они? Ну, толканули нас. Пойдем со мной. Пойдем. Интересно. Вот тебе и доход. Ну, пошли. Пока этот бамбук не растопырил. Кошмар, вьетнамских женщин расскажет. А у него опыт. Борисовна, он не только бомбук. Борисовна, Танюха, песенку придумала вчера. Не поверишь. Ой, кто к нам пришел? Леха пришел. Ёлы-палы. Господи. Лёха, а ну-ка давай садись. Давай за это садись. Да не буду играть. Ну, у нас сегодня просто. Ладно, играть не будешь, ладно. Дома у меня вот столько. Да не буду я играть. Чего? Убери. 25 они начали царапать сына. У меня что осталось? Есть еще порох в пороховницах. Ребята, спокойно. Витёш, ты у меня сильно-то радость, не увлекайся. Да? Ты мне лучше в троллейбус. Какая мама? Нет. Тихо. Что, на какие деньги так пели? Как? Витя угощает. Ну как угощает, он пенсию еще не получал. Мотор украл у меня, вот он поит вас. Какой мотор? Тихо. Так я не поняла. Леша, Чё-то я не врубилась, блин. Ты что, Лёш? У меня вон Мать твою, ты, блин, Леша! 3 Нептуна. Ты что? Два ветерана. Вообще уже охренел. Не может, ты сколько лет его знаешь? Подумай своей головой, ты про кого говоришь? Ты что?
Витька Матросова видел. Не крал он никого. И правильно сделал, что уехал. Привет, Юрка. Здорово. Че тут сидишь? Так все-таки надо проверить. А вон давление поднялось, так я не могу нифига. Надо сигарету выкурить, а потом поеду. А ты вот куда? Присеску съездил. Так ты же вроде не собирался. А? Не собирался вроде. Вот, не собирался, да. Съездил. Ну, ладно. Ты с матросом-то когда помиришься? Так что, свои люди-то, разберемся. Да, Лех, вроде пенсию платят. И в магазинах все есть. А люди все равно нервные. Время такое, Юра.